Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это программа «Переведи» на канале ТНВ. И с вами я, ее ведущий Ильсур Нафиков. Традиционно на данной площадке встречаются соперники, которые хотят выяснить, кто же лучше знает татарский язык. Сегодняшний день не исключение. Сегодня на площадке встречаются Алина и Рияз. И давайте узнаем, кто же победит. Итак, мы начинаем. Несмотря на то, что я обучалась в русской школе, со своими родными и близкими я с удовольствием общаюсь на родном татарском языке. На сегодняшнюю передачу я пришла для того, чтобы оценить свой уровень знаний татарского языка. Очень люблю татарский язык и использую его в повседневной жизни. От программы жду багаж новых слов, словарный запас свой, жду новые эмоции, новые впечатления и новый опыт. Участникам на выбор предлагается 4 темы. Каждый игрок имеет возможность выбрать только 2. После выбора темы участник отвечает на 3 вопроса. Каждому вопросу предлагается 3 варианта ответа. Если игрок отвечает на вопрос правильно, то зарабатывает 2 балла. Если же он ответил неправильно, то у соперника есть право ответить на его вопрос и заработать 1 балл. В первом туре переводим слова с русского языка на татарский. Ну что ж, 4 темы. Давайте решим, кто из вас будет выбирать первым. Я уступаю право выбора. Учителю начальных классов Алине. Алина, итак, 4 темы. Что вам ближе? Денежные манипуляции, ткань, птицы и безопасность. Ну, пусть будет безопасность. Так, играем в тему безопасность. Алина, переведите, пожалуйста, с русского языка на татарский слово «страховой полис». Соклау полиса, имениет полиса, соклок полиса. Соклок полиса. Принято. Это неправильный ответ. Рез. Я думаю, это Соклополис. Принято. Ну что ж, я вас прям поздравляю обоих, потому что вы шикарно начали. Оба варианта неправильные. Страховой полис по-татарски будет имениет полиса. Соклау полис – это оберегающий, хранящий полис. Соклок полис – это сберегательный полис. Соклок банка – это сберегательный банк. Итак, двигаемся дальше. Вопрос номер 2, Алина. Все так же с вами. Переведите, пожалуйста, на татарский язык слово «средство защиты». Соклану жайланмаса, соклану шарасы, соклану айберлары. Первый вариант – соклану жайланмасы. Принято. Это неправильный ответ. Рияз. Средство защиты – это соклану шарасы или соклану айберлары. Соклану эйберлери. Принято. Я вас больше люблю обоих. И это не то и не другое. Это соклану шарасы, дуслар. Соклану жайланмасы – это приспособление для защиты. Соклану айберлери – это предметы для защиты. Соклану шарасы – это средство защиты. Непосредственное средство защиты. Итак, 3-й вопрос. Алина, давайте угадаем. Давай. Переведите, пожалуйста, с русского языка на татарский слово «несчастный случай». Баля коза, халякат, гадатан ташхаль. Гадаттан ташхаль. Гадатан ташхаль. Принято. Это неправильный ответ. Рияз. Даля хоза. Принято. Обожаю вас втройне, друзья мои. Это халякат. Даля коза – это бедствие. Гадаттан ташхаль – это чрезвычайное событие, происшествие. Ну что ж, я вас поздравляю. Первую тему мы с вами разыграли. Абсолютное равенство по 0 баллов. Итак, Рияз, что вам из этого ближе? Денежные манипуляции, ткань или птицы? Денежные манипуляции. Итак, вам ближе денежные манипуляции. Рияз, переведите, пожалуйста, с русского языка на татарский слово «вклад». Соклыка жиылган акша, салым, кертем. Рияз. Либо солым, либо крытым. Пусть будет крытым. Принято. Рияз, я вас поздравляю. Это первое набранное очко в нашей сегодняшней игре. Это абсолютно правильный ответ.
Действительно, вклад это кертем, салам это налог, а соклыкка жиылган акча это сбережения, которые собраны для хранения. Итак, второй вопрос. Риас, переведите, пожалуйста, с русского языка на татарский слово ростовщичество. Рибашылык, риба алу, ришватчелек. Риас. Я думаю, рибашылык. Рибашылык принято? Я вас поздравляю, это второе набранное очко в сегодняшней игре, это правильный ответ. Ростовщительство действительно рибашылык. Риба алу это получать проценты от суды, а ришватчелек это взяточничество, да? Все верно. Итак, третий вопрос. Риас, переведите, пожалуйста, с русского языка на татарский слово махинация. Хейлеле иш, ялган иш, остыртын иш. Первый ответ – хайляля эш. Принято. Это неправильный ответ. К сожалению, я не знаю, но предположу, что это Астартыныш. Принято. Алина, я вас поздравляю. Это первый ваш набранный очко в этой игре. Это абсолютно правильный ответ. Хайляля иш – это афера. Ялган иш – это манипуляция. А вот остыртын иш – это махинация. Что ж, двигаемся дальше. Осталось две темы в первом туре, и, Алина, выбирать вам. Это тема ткани птицы. Ткань. Итак, играем в тему ткань вместе с Алиной. Алина, переведите, пожалуйста, с русского языка на татарский слово лоскуток. Кыска тосма, курама, колдык пыстык. Колдык пустык. Принято. Это неправильный ответ. Риас. Хурама. Принято. Это правильный ответ. Кыска тосма это тесемка, колдык пыстык это остаток, а вот лоскуток это курама. Алина, переведите, пожалуйста, с русского языка на татарский слово хлопчатобумажный. Киже мамак. Житин тукама, киже мамак, киндер тукама. Лопак, да? Лопак это мамак. Киже мамак. Киже мамак. Принято. Переживаете? Очень. Серьезно, вы не волнуйтесь. Все будет хорошо. Как минимум, потому что это абсолютно правильный ответ. Житин тукама – это льняная ткань. Киндер тукама – это холстина или конопляная ткань. А вот киже мамак – это хлопчатобумажный. Вопрос номер 3. Алина, переведите, пожалуйста, с русского языка на татарский слово букле. Букле. Ян тукама. Ясалма. Ефек. Тирле тукама. Букле. Я даже на русском Букле. не знаю этого слова. Вот вы знаете, я Букле. Букле. тоже. Букле. Не знаю, видимо, французское какое-то слово. Букле. Ну, пусть будет третий вариант. Тирле тукама. Принято. Просто интуиция? Или метод исключения? Или какое-то ощущение? Интуиция, наверное, если это правильно. Это правильный ответ. Действительно, юн тукума – это шерстяная ткань, ясалма ефек – это вискоза, или по-другому его называют искусственным шелком, да? А вот кирли тукума – это букле. На этом тема ткани закрыта. И нас ждет следующая тема. Это тема птицы. Риас, ее придется играть. Просто больше тем в первом туре нет. Поэтому первый вопрос. Переведите, пожалуйста, с русского языка на татарский слово аист. Лек-лек, турна, щелен. Щелянь. Щелен принят. Переживаете? Волнуетесь? Чуть-чуть. Правильно делаете, потому что это неправильно. Алина, Попробую угадать. что значит попробую угадать? По-моему, все очень просто. Турна. Турна. Вы считаете, аист это турна? Принято. Это неправильный ответ. Аист это ляк-ляк. Турна это журавль. А вот щелянь это цапля. Двигаемся дальше. Риас. Переведите, пожалуйста, на татарский язык слово «выпь». Щирайсыз ябалак, куль буга, бабакаш.
Пусть будет бабакуш. Пусть будет бабакуш. Прикольно звучит просто. Бабакуш. Это кто? Это бабакуш? Нет, это не выпь, это неправильно. Предположу, что это кульбура. Кульбура. Почему предположили, что это кульбура? Наверное, интуиция опять. Это правильный ответ. Действительно, выпь – это кульбура. Шрайсыз ябалак – это сыч. А вот бабакуш – это пеликан. Видите, бабакуш – пеликан. Третий вопрос. Риас, как с русского языка на татарский переводится слово «удод»? Удод. Шаперщик, хыт-хыт, байгыш. Шаперщик, хыт-хыт, байгыш. Третий ответ – байгыш. Байгыш принято. Это неправильный ответ. Алина. Итак, Хэт-хэт. вы считаете, что удод это Хэт-хэт. хыт-хыт. Принято. Щаперщик – это трясогузка, байгыш – это филин, а хыт-хыт – это действительно удод. Это абсолютно правильный ответ. Ну что ж, я вас поздравляю, на этом 4 темы первого тура мы разыграли, все нормально, можно вдохнуть, выдохнуть, расслабиться, все хорошо, не страшно. Риас, я вас поздравляю, вы набрали 5 баллов, вы молодец, это хороший показатель. Чуть-чуть отстаем от Алины, Алина на 2 балла впереди, у нее 7 баллов, и поэтому следующий тур она будет начинать в ранге промежуточного лидера. Мы переносимся во второй тур телеигры «Переведи». Не переключайтесь, оставайтесь на канале ТНВ. Участникам на выбор предлагается 4 темы. Каждый игрок имеет возможность выбрать только 2. После выбора темы участник отвечает на 3 вопроса. Каждому вопросу предлагается 3 варианта ответа. Если игрок отвечает на вопрос верно, то зарабатывает 4 балла. Если же он ответил неверно, то у соперника есть право ответить на его вопрос и заработать 3 дополнительных балла. Во втором туре переводим слова с татарского языка на русский. Ну что ж, второй тур телеигры «Переведи». Напоминаю, что на данный момент счет 5-7 в пользу Алины. Традиционно 4 темы. До этого выбирала Алина. Риас, у вас есть право выбора первым. Человеческие черты. Человеческие черты. Итак, Риас, как с татарского языка на русский переводится слово «таква»? Благосклонный, благочестивый, благожелательный. Таква. Я думаю, это благочестивый. Принято. Это правильный ответ. Благосклонный – это ильтифатла, благожелательный – это хайр хакла, вот благочестивый – это таква. Следующий вопрос. Как с татарского языка на русский переводит слово ихтибарла? Наблюдательный, чуткий, бдительный. Первый ответ – наблюдательный. Принято. Риас, я вас поздравляю с тем, что вы в первый раз ошиблись в этой теме. Это неправильный ответ. И даровали возможность Алине забрать дополнительные баллы. Алина. Ихтибарла – это чуткий или бдительный? Я думаю, что это бдительный. Принято. Это Неправильно? неправильный ответ. Действительно, ихтибарла – это чуткий. Наблюдательный – это кузятущан, а бдительный – это уяу. Итак, третий вопрос. Риас. Переведите с татарского языка на русский слово «басанка». Застенчивый, кроткий, приниженный. Застенчивый, кроткий, приниженный. Басанка. Я думаю, кроткий. Принято. Риас, вы так сконцентрировались на этом вопросе. Это же игра. Надо быть чуточку проще. Тем более, что это правильный ответ, есть повод для радости. Застенчивый – это ялшан, приниженный – это кимсетельян, а кроткий – это действительно басанка. Ну что ж, двигаемся дальше. 3 темы и коневодство, средства информации и деревня. Деревня. Итак, тема деревня. Алина, как с татарского языка на русский переводится слово «пещань эсты»? Косовица, покосный лук,
синокошение. 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 Пищань üstü. Принято. Это неправильный ответ. Рез. Пищань üstü. Косовица или покосный лук? Покосный лук. Принято. Классные вы у меня, ребят. Это неправильный ответ. Синокошение – это песчанча, а вот покосный лук – это песчандлик, а вот песчаность – это косовица. Вопрос номер 2. Играем дальше. Алина с вами. Алина, переведите, пожалуйста, с татарского языка на русский слово «урак üstü». Покос, сбор урожая, страда. Вариант первый – покос. Принято. Это неправильный ответ. Рез. Страда. Страда. Принято. Это правильный ответ. Покос – это песчань шабу. Сбор урожая – это умнож жию. А страда – это урагости. Алин, третий вопрос. Давайте заберем свой родной третий вопрос, как минимум хотя бы из своей темы. Что означает в переводе с татарского языка на русский слово «богол»? Сток сена, сеновал, сушилка. Пусть будет сеновал. Сеновал. Принято. Это неправильный ответ. Рез. Первый ответ – сток сена. Принято. Это правильный ответ. Сеновал – это песчанлик, сушилка – это ошлак киптерурана, а сток сена – это богол. Ну что ж, двигаемся дальше. Осталось еще 2 темы нам играть. Риас, очередь ваша выбирать. Во что будем играть, Риас? Средства информации. Итак, Риас, вопрос номер 1. Как в переводе с татарского языка на русский звучит слово «ляухе»? Афиша, вывеска или стенд? Я думаю, это стенд. Принято. Это неправильный ответ. Может быть, вывеска? Не может быть, а именно вывеска. Это абсолютно правильный ответ. Афиша – это афиша, стенд – это стенд, а вот вывеска – это ляухе. Итак, вопрос номер 2. Риас, переведите, пожалуйста, с татарского языка на русский слово «олтакта». Информационный щит, транспарант, вывеска. Первый ответ – информационный щит. Принято. Это неправильный ответ. Транспарант? Транспарант. Принято. Этот вопрос специально такой, знаете, запутывающий. Дело в том, что олтакта – это вывеска, так же, как и ляухе. Ляухе – это арабизм, такое старое устаревшее татарское слово, которое в свое время перешло из арабского и использовалось именно в значении вывеска. Современное татарское слово вывески – это олтакта. Информационный щит, информационный щит, если говорить о таком информационном, скажем так, объекте. Транспарант так и будет транспарант. А вот олтакта – это вывеска. Вопрос номер 3. Риас. Что означает в переводе с татарского языка на русский слово «иглан»? Весть, оповещение, объявление. Объявление. Принято. Это правильный ответ. Действительно, иглан – это объявление, весть – это хабар, а оповещение – это бельдеру. Здорово. Ну что ж, осталась последняя, 4-я тема. Все от нее бегали, но она к вам в прямом смысле прискакала. Тема коневодства. Алина, как с татарского языка на русский переводится слово «бурлаот»? Борзый конь, каурка, сивка. Борзый конь. Принято. Это неправильный ответ. Риас. Сивка, бурка, вещи, каурка, стань передо мной, как лист перед травой. Я думаю, это сивка. Сивка. Принято. Это неправильный ответ. Борзый конь – это елдам-от. Сивка – это кук-от. А вот бурло-от – это каурка. Второй вопрос. Алина, как с татарского языка на русский переводится слово «кирте-обзар»? Стоило, пастбище, загон.
Напоминаю, мы в теме коневодства. Да-да. Может быть, загон? Может быть, загон. Не может быть, а это именно загон. Это правильный ответ. Стойло это обзар или оран. Пастбище это кетулек. А вот кирте обзар это загон. Итак, третий, финальный вопрос. Надо его взять. Переведите, пожалуйста, с татарского языка на русский слово юртак. Скакун, жеребец, рысак. Третий ответ – рысак. Принято. Это правильный ответ. Скакун это аргамак, шабышка от, жеребец это айгыр, а рысак это юртак от. Или просто юртак, кому как удобно. Ну что ж, уважаемые участники, Рияз и Алина. Алина, я вас поздравляю, вы молодец. Вы набрали 18 баллов. Чуть-чуть отстали. Честно признаюсь, чуть-чуть отстали совсем чуть-чуть. Рияз, вы набрали 23 балла и стали победителем этой игры, и мы вас ждем в следующем этапе нашей телевизионной викторины. Алина, я вас прошу не расстраиваться. С вами было приятно играть, и это на самом деле очень такая теплая атмосфера создалась у нас на площадке. От телепроекта «Переведи» канала ТНВ и нашего партнера ИП Хазивы мы дарим вам сертификат на посещение салона красоты Голливуд. Это вам. Спасибо. Уважаемые телезрители, любите, цените и как можно чаще используйте родной, любимый татарский язык. Сау салямат булос. Пока-пока. Несмотря на то, что вопросы для меня были сложноватые, все равно мне было очень интересно. Я отдохнула на этой передаче. Большое спасибо организаторам. А своему сопернику Риязу я желаю удачи в дальнейшей игре. Очень увлекательная игра на самом деле получилась. И в этой игре каждый из нас понял, что какие аспекты, какие слова, какие темы, возможно, хромают в нашей лексике. И это был некий толчок, я думаю, для изучения еще больше слов